Сегодня, 30 лет спустя, в преддверии большого праздника, бойцы 4-го мотострелкового батальона, как и каждый год, собрались вместе, чтобы пройти местами сражений последнего наступления на столицу и вспомнить погибших боевых товарищей. Приезжаем сюда, то есть, чтобы вы понимали, мы живем, естественно, в разных частях Абхазии, в основном Гудаутский район, я живу в Сухуме. Многие, ребята есть, которые живут здесь, в Сухуме, но в основном это села Гудаутского района. И все, как один, даже не созваниваясь, это у нас традиция ежегодно посещать вот эти места. Места, в которых сейчас мы находимся, это те ребята, которые в одном месте погибли, здесь 5 человек. Вот здесь 3 погибли, еще чуть ниже Дебовая, там Саргуш Адгур и бедный Джигар Баруф. Каждый год в это время мы сюда приезжаем, поминаем. Дней 10 мы шли к городу, к задаче. Взять город. Мы потеряли в последнем бою, можно сказать, для взятия города. Что мы друзей потеряли. Я считаю лично, что мы не зря потеряли. Мы сегодня имеем свободу. Что я могу кратко сказать за Гожба Мирода? Он как отец. Мы всегда он нам говорил, что вы мои сыновья. А Руфик, наш комбат, он был человеком мужества, отваги. Никогда не было страшно идти в бой с таким человеком. Такие они были, такие остались у нас в сердцах. 18 сентября 4-й батальон 2-й бригады вместе с другими подразделениями Гумистинского фронта на северном направлении принимал участие в боях в районе Нижней Линдавы. При выполнении боевой задачи погибли командир батальона Рау Джикерба, комиссар 4-го батальона Мирот Гожба, а также бойцы батальона Алексей Хиндба, Лаврентий Кабахия и Адгур Царгуш. В преддверии знаменательной даты ветераны поделились своими чувствами и болью, и радостью. Нам было по 20 лет, по 20-25, молодые, красивые, здоровые, горели желанием освободить нашу землю. В конце концов у нас это получилось. Правда, не все увидели победу. Путь длиною в год, может быть, для кого-то это покажется небольшим сроком. Поверьте мне, в этом была вся жизнь. Один день, который заменяет многие-многие дни в жизни. Я по моей памяти, были тяжелые моменты, когда теряли друзей. Когда думали, что уже, наверное, дальше невозможно никак. Но, к счастью, все это закончилось, все это прошло. Победа осталась за нами. Больно, что друзей потеряли. Это не одни мы. По всей Абхазии такая боль шла. А радость, что они не зря это в голову сложили. Имеем победу. Что мы достойно это пронесли по жизни. И что больше войны не было. Рассказали ветераны о том самом счастливом, светлом и долгожданном дне, который навсегда остался в памяти – Дне Победы 1993 года. Радость была просто. И поймите правильно, потеряли мы в последнем бою, можно сказать, что друзей. И радость, и горе восполняло больше всего гордость за нашу Родину. Знаете, когда сбывается, самая светлая мечта. Это такой был день, великий день для нас. Прекрасно помню, конечно. Опять-таки это был праздник такой, который и со слезами встречали, что ли. Кому-то было грустно и радостно, кто-то брата похоронил, кто-то сам сестру похоронил. Вот это тоже момент, никогда нас не забиваются, они в наших сердцах всегда останутся и остаются. И дай Бог, что после этого, чтобы мир был не только у нас, во всем мире. Сегодня, 30 лет спустя, особенно важно говорить о тех, кто не увидел долгожданный День Победы, кто отдал жизни за Родину, за мирное небо и светлое будущее. И, конечно, благодарить героев, прошедших 413 дней кровопролитной и ужасной войны ради мира, свободы и независимости Абхазии. Рада Чачава, Заур Кварча, Абхазское телевидение.